О волейболе поговорим сегодня в рамках программы «Интервью». Здравствуйте, я представляю гостя в студии. Валерий Багметов, генеральный директор волейбольного клуба «Динамо Урал». Валерий Николаевич, здравствуйте. Здравствуйте. Давно мы с вами уже не виделись в этой студии. Да. А потому, наверное, много вопросов, на которые нам сегодня с вами нужно поговорить. И один из главных. Давайте подведем итог сезону. Каким он получился для уфимской команды? Ну, давайте сравним этот сезон и предыдущий сезон. Предыдущий сезон у нас был не так хорош. Много своих игр проиграли. В результате команда недостаточно успешно выступила. 13 место – это не есть хорошо. А в этом сезоне вроде бы и подбор у нас был немножко другой. Не было таких звездных игроков, как в предыдущем сезоне. Но зато подобрались ребята мотивированные, которые хотели что-то доказать для себя, для зрителя, для болельщиков, для команды. И это удалось. Нам удалось, тренерскому штабу и руководству клуба удалось создать коллектив единомышленников. То есть каждый за друг друга выходили и бились, и боролись все одинаково. Так, чтобы сказать, какой-то основной состав был, так нельзя. Играли все. То есть кто-то на замене, кто-то вышел. То есть игра не ломалась, и достаточно высокий показывали ребята результат. Так что благодаря коллективизму, упорству ребят, желанию победить, в этом году обыграли ряд лидирующих команд чемпионата России. И Питер, и даже сыграли с Новосибирском. У них чуть-чуть не хватило нам 2 очка. Тем не менее, на команду стал ходить зритель. Зал уже как бы не совсем соответствует желающим попасть. То есть вот такая вот обстановка. Валерий Николаевич, но не хотите ли вы сказать, что подъем команды с 13 на 7 место – это исключительно за счет селекции? Но наверняка же был, может быть, какие-то сборы были организованы. Какие еще были решающие факторы для того, чтобы улучшить результат? Ну, само собой, сборы, они всегда проходят. Но вот самый такой показательный фактор, из-за чего команда в этом году играла, я уже сказал, это нам удалось создать коллектив. То есть коллектив, он и на площадке, и на тренировке, и вне рабочее время, и в раздевалке. Вот я это имею в виду. То есть дружные ребята общались вместе, и вне площадки они дружили с семьями, общались, собирались и так далее, и так далее. Поэтому вот этот коллектив, он и сработал. Валерий Николаевич, если коллектив сработал в этом году, то, значит, в следующем сезоне его не нужно менять? Ну, вы знаете, здесь ведь в наших руках управление командой, клубом, в тренерском штабе и в штабе руководителей клуба. Поэтому мы примерно знаем, что нужно для того, чтобы команда продолжала повышать свой уровень мастерства. Поэтому мы делали такую селекционную работу дополнительную, где мы считали, что эти люди, которые у нас в этом году появятся, они дополнят коллектив, он не должен сломаться и измениться, настрой в команде. Ну, а ребята должны прийти и помочь в дальнейшем, росте нашего результата. То есть все-таки состав обновится? Да. Уж, естественно, я как журналист не могу не спросить, кто придет. Ну, к нам придут легионер, это Дик Кой, его прекрасно все знают, он в «Динамо Москва» играл. Это опытный игрок, в этом году он в Турции был капитаном команды и попал в финал Еврокубков. То есть достаточно высокого уровня игрок, несмотря на то, что он уже определенный возраст имеет, но мы надеемся, что он нам поможет. К нам возвращается Брагин Рома. Ну, мальчик, который здесь играл 3 года, сейчас возвращается. Я думаю, что с его приходом тоже будет плюс огромный. Ну вот, в принципе, и с Новокуйбышевской еще у нас доигровщик, капитан команды, прошлогодней команды Новокуйбышевская. Вот 3 таких приобретения, которые, мы надеемся, вольются в наш коллектив. Дополнит команду. Да.
Один из вопросов, актуальных на сегодняшний день, это вопрос бюджета. Все в порядке? Ну, да, все нормально. Спасибо огромное руководству нашей республики, лично Раде Фаритовичу принимает участие обществу «Динамо», руководство общества «Динамо». Никто не жалуется, работаем, тренируемся, играем. Валерий Николаевич, в башкирском волейболе вы далеко не новичок, и мы вас знаем как специалиста, который всегда работает очень основательно. Не просто вот закупили игроков и хотим вот такой результат. Нет, вы всегда выстраиваете систему. Вот сейчас удается при современных условиях придерживаться этого направления? Вы знаете, у нас наш клуб сегодняшний, «Динамо Урал», является самым большим клубом, в котором находится почти что 6 команд. 6 команд. Это очень большая нагрузка. Обычно клубы существуют. Есть Суперлига, молодежная лига, все. А у нас собраны все, и женская команда, и мужская, и молодежная, и фарм-клуб. Мы сейчас Стерлитамакскую команду под себя забрали. Вот. И нам необходимо еще группу подготовки 12-13 лет, группу интерната создать, и тогда уже схема будет полностью закрыта. И останется только квалифицированная тренерская работа, и тогда вот эта выстроенная система, она должна сработать. Когда мы говорим, система должна сработать, мы говорим о том, что наши воспитанники будут представлены больше в составе команды Суперлиги. Или это не основная цель? Нет, мы стараемся, у нас и поручение есть такое руководство, мы стараемся, чтобы наши воспитанники в клубе были. Сейчас у нас наши воспитанники по российскому волейболу играют, ребята, некоторые, потому что никому не секрет, в одной команде, всю жизнь играть в одной команде, так не бывает. Поэтому ребята меняют обстановку, выезжают и играют за другие клубы. На данном этапе у нас есть несколько человек на подходе к команде Суперлиги. Вот этот год мы увидим, как они будут расти. Ну, здесь должно быть, и свои должны быть, ребята, однозначно. И чем выше результат, тем, естественно, должны быть более квалифицированные спортсмены. И это не самое главное. Финансовая база, это понятно, она должна присутствовать, но самое основное, я считаю, это тренерская работа. Если есть грамотный тренер, если тренер находит общий язык с игроками, то и будет результат. Что у нас в том году и произошло. И мы надеемся, что и в этом году тренерский штаб весь остался. Мы надеемся, что и в этом году будет работа продолжаться дальше. Одна из главных новостей этого межсезонья в преддверии следующего чемпионата – это то, что команда поменяет свое место дислокации. То есть теперь «Динамо Урал» будет играть уже не здесь, не в спорткомплексе «Динамо», а в центре борьбы. То есть теперь меняется точка игры. Вот ваше отношение, ваше мнение – такой вот, это серьезный шаг для профессионального клуба, это серьезное место. Вы знаете, мы очень рады и довольны, что у нас в республике появился такой дворец, шикарный дворец. И там есть неплохой спортивный зал. 3500 зрителей вмещаемость. А в этом сезоне у нас как бы и Ради Фарич на игре присутствовал с Питером, когда мы Питер обыграли здесь, в Уфе. Вот. Все желающие попасть на наши игры не вмещается в спортивный комплекс «Динамо». Поэтому принято было решение Ради Фаритовичем и обществом «Динамо», чтобы команда все свои игры проводила в зале борьбы. В зале борьбы. В одном из залов борьбы, где вмещает, я уже сказал, 3500 зрителей. Безусловно, это борцовский зал. Мы будем по возможности занимать только то время, которое нам необходимо. Накладки у нас никакой не должно быть. Поэтому мы надеемся на то, что зритель с удовольствием будет ходить в этот комплекс, и мы приобретем еще ряд болельщиков, которые будут посещать наши игры. Тренировки будут проходить также в центре борьбы или все-таки в «Динамо»? Нет. Тренировки мы еще планируем, тренировки в своем спорткомплексе будем проводить в Урале.
или в «Динамо», или в зале борьбы, наверное, в зале борьбы будут только игры у нас. Но уже успели там побывать, уже представляете, каким образом, да, то есть почувствовать, есть ли там волейбольный дух? Ну, зал прекрасный. То есть подходит? Я думаю, что этот зал, наверное, один из лучших в Российской Федерации. Он очень комфортный и зал, и само помещение. Я думаю, что зритель с удовольствием пойдет в такую обстановку поболеть за свою родную команду. И команде это тоже придаст какой-то стимул, правда? Совершенно другой объем. Да, объем другой. Это, безусловно, стимул, да. Вот. И еще раз сказал, что и болельщики, и телевидение там наиболее благоприятные условия для телевидения тоже. То есть картинка будет совсем другая. Валерий Николаевич, если вот такой серьезный переезд предстоит команде в предстоящем сезоне, какие задачи ставятся перед клубом? Ну, в связи с переездом и как бы комплектацией команд не значит, что команда должна там сразу высокие места занять. Но наша задача уровень мастерства повышать и результат тоже не занижать, а повышать. Поэтому сейчас сказать о том, как команда будет играть, я думаю, что следующий сезон она должна повторить. Как минимум. Но вообще задачи у нас более высокие. И более подробно о таких задачах мы расскажем попозже. То есть уже непосредственно перед сезоном? Да. Который станет юбилейным? Да, у нас, кстати, 30 лет команда в Суперлиге играет. Насколько важно? Все-таки удалось команде продержаться такое время, да, и сложности были наверняка, и изменения. Это для Суперлиги серьезный промежуток времени, 30 лет? Вы знаете, у нас первая команда, которая в Суперлиге больше нас была, это Белград. На 1 год, а не больше. Потом вторые мы, сторожилы Суперлиги. И Белград, и мы не вылетали ни разу. Команда не вылетала. Это рекорд. Поэтому я думаю, что это очень стабильная работа, стабильный результат. Здесь не только я работал, здесь работали многие руководители, играли, почти пол России играла в клубе «Урал», «Нефтяник» Башкирии. Команда сначала называлась «Энергетик», потом «Динамо», потом «Урал», сейчас вот «Динамо Урал». Поэтому это очень выдающийся результат, что команда стабильно находится на таком уровне. Это говорит о том, что действительно республики поддерживают спорт, волейбол. И мы за это благодарим. Еще раз спасибо нашему руководству, которое поддерживает спорт. Валерий Николаевич, спасибо огромное, что пришли сегодня к нам в студию. Я знаю, что несмотря на то, что сейчас команда играет в межсезонье, у вас-то это явно самое горячее и хлопотное время и здесь и для селекционной работы, и для многого всего. Ну и тем более переезд впереди. Спасибо огромное, нашли время, пришли, рассказали. Я надеюсь, что в преддверии сезона мы с вами еще увидимся. Спасибо. Спасибо. Это была программа «Интервью». Спасибо, что были с нами.